Чечня. 18 век. 1794 год. Маленький горный аул был охвачен траурным безмолвием. Несколько дней назад в Чечню пришла печальная весть. Лидер горцев, имам Кавказа, бесстрашный и победоносный Ушурма, сын Шаабаза, известный как шейх Мансур, умер. Не погиб, не убит, не сражен в бою, а умер в Шлиссельбургской крепости после 3 лет заточения от болезней и одиночества. Трагическое известие мгновенно облетело каждый уголок Чечни. Соболезная друг другу, новость передавали из уст в уста, от села к селу, от деревни к деревне. Пока нынешним утром не добралась сюда, в крохотное, опоясанное горным хребтом поселение, местные жители в скорбном молчании продолжали заниматься своими делами, хмуря лица при виде соглядатаев волосного старшины. Кто-то из крестьян медленно толкал перед собой свой плуг, другой вяло рыхлил землю мотыгой, третий сидел с глиной в руках, уставившись на гончарный круг, а многие и вовсе не вышли из своих домов. Каждый сельчанин понимал, что символ сопротивления, который на протяжении долгих лет вдохновлял отважных юношей на борьбу за свободу, навсегда погас. Но больше всех был опечален крестьянин Иди. Мрачный, погруженный в себя, хромая, бродил он по аулу, бросив все дела, периодически приговаривая: «Так не должно происходить. Воины так не умирают». Не тревожила его больше пагода, не беспокоило возможное отсутствие урожая и совсем не радовало рождение прошлой ночью его первенца. Ближе к вечеру, терзаемый чувством бессилия, Иди пришел домой. Поздоровался с пожилой матерью, на еду даже не взглянул. Только бросил пару дров в печь и прошел в комнату, где в кровати жена кормила его новорожденного сына. Не обращая на них внимания, Иди подошел к окну и стал наблюдать за закатом. «Муж», — почти шепотом обратилась к нему жена, — «мы все скорбим, нам всем тяжело. Вся Чечня оплакивает его». Она замолчала, подбирая нужные слова. Иди нахмурился, но ничего не ответил. Жена продолжала: «Но на то воля Бога, а нам остается только помнить, если человека не предавать забвению, он будет жить вечно». «Прекрати, женщина!» — резко перебил ее Иди. «Не смерть имама отравляет мне душу и разум. Он был воином и должен был умереть как воин. На поле боя, с кинжалом в руке, с воинственным кличем на устах, а не в тюрьме, от голода, тоски, страданий и мучений, подобно дикому зверю, запертому в клетке. Но и это не является причиной печали в моем сердце, ибо нет у меня сомнений, что история воздаст имаму Кавказа все почести сполна. Я скорблю о другом». Последнюю фразу Иди сказал тихо, со всем смирением. Солнце уже скрылось за горами, и в небе появились первые звезды. Опираясь на здоровую ногу, Иди пристально вглядывался в умирающий во мраке небосклон, будто надеялся разглядеть в сумерках искорку надежды. С последними лучами солнца угасла величайшая эпоха в истории нашего народа. Спокойно сказал он. «Наступила долгая ночь, и рассвета не будет никогда». Голос Иди становился тверже. «Век героев прошел. Грядет время дряхлых стариков и беззащитных крестьян, бесчестных старейшин и сладкоречивых льстецов, лживых проповедников и продажных имамов. Это времена мужчин в платьях и скверных женщин, времена лицемеров и подлецов,
жалких рабов и гнусных предателей. Тон Иди стал выше. Почти рыча он продолжал: «Лучшие мертвы, а худшие живы. По земле нашей свободно разгуливает урус, размахивая шашкой. Муллы читают проповеди, писанные в казачьих уездах. Старосты выстраиваются в очередь с доносами на самых близких. Глупые юноши, распираемые фальшивой гордостью, щеголяют в царских мундирах. А наши дети будут прислуживать тем, кто убивал наших отцов. Наступает темнота, в которой канут в безвестность имена предков и подвиги героев. И не разбудит нас на рассвете орлиный крик, созывая лучших сыновей на бой. Не заиграет мелодия острой стали, не поднимет вихрь топот тысяч коней, не прозвучит с самой высокой горы боевой клич. Не услышим мы больше или о славных деяниях храбрых мужей, о яростных и ожесточенных сражениях с превосходящими силами противника, о доблестном прорыве конницы сквозь плотные ряды врага. Не будут воспеты конахой, что ежедневно начищали до блеска свою честь и отдавали жизнь, сладострастно идя навстречу смерти. Никто более не поднимется, разбив оковы. Никто не научит нас гордо жить, свирепо сражаться и храбро умирать. И никогда не услышим мы призыв за свободу, что веками наполнял сердца наших отважных предков неистовым бесстрашием, сплачивая их в одно целое, объединяя в несокрушимую мощь, наводившую ужас на всякого, кто встанет у них на пути. Наконец Иди перевел дух и совсем паник, словно исчерпанный сосуд. В его глазах блеснули еле заметные слезы. «Нет, жена, вовсе не храброго имама Кавказа я оплакиваю», — тихо сказал он, «а мою бедную, истерзанную, измученную, но никогда не преклонявшую колено Чечню, которая умерла в ту ночь вместе с шейхом Масуром». После этих слов Иди ничего не добавил. Он продолжал вдумчиво смотреть в окно, за которым медленно поднималась луна. Тихое потрескивание дров в глиняной печи дополняло траурную атмосферу, царившую как в доме Иди, так и во всем ауле. После недолгой паузы он впервые посмотрел на своего первенца. «Я знаю, в честь кого я назову моего сына». Розовый, пухлый младенец лежал на руках матери, хлопая ей еще не до конца раскрывшимися глазками. «Ты опоздал», — робко ответила жена, боясь задеть этими словами мужа. «Нана уже дала ему имя. Нана уже дала ему имя». Иди фыркнул и снова отвернулся к окну. «Всего-то хотел дать сыну имя воина», — сказал он с досадой в голосе, «в память о великом человеке, а не гончара и кожевника». Поистину прошел век героев. Иди помолчал минуту, всматриваясь в ночь. Потом вздохнул и, смягчив тон, спросил: «Ну, и как его зовут?» Она немного смутилась, заметив переменчивость в настроении мужа, и чуть заметно улыбнулась. В небе наконец взошла полная луна, свет от которой заполнил темную комнату. Где-то неподалеку, впервые за несколько лет, тихо завыл волк. Жена посмотрела на малыша, погладила его крохотный лоб и спокойно ответила: «Его зовут Байсангур».